Жительница одной из новостроек столицы воспитывает двоих детей. Один из них инвалид. Муж, узнав о том, что родила сына-инвалида, бросил и женился на другой. Для того, чтобы как-то прокормить детей, она в прошлом году взяла кредит на сумму 80 тысяч сомов для покупки швейной машинки. Но, к несчастью, деньги у нее украли. Сейчас она не в состоянии выплатить кредиты. И по ее словам, финансовое учреждение, где она брала кредит, подает на нее в суд. В силу своих возможностей я оплачивала только один раз. Потом заболел сын и не смогла выплатить кредит. Я объяснила дать мне отсрочку. Было бы хорошо, если государство выплатило бы хоть какую-то часть. В такой ситуации не только я нахожусь. Думаю, люди берут кредит не от хорошей жизни. Правительство выделит более миллиарда сомов на поддержку граждан, которые получили кредиты до 100 тысяч сомов и испытывают сложности с выплатой. Об этом заявил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Джапаров. Он отметил, что деньги будут выделены на покрытие процентов за 3 месяца по кредитам до 100 тысяч сомов. По его словам, кредиты на такую сумму берут самые нуждающиеся. Мы рассмотрели этот вопрос и решили, что мы погасим проценты по кредитам тех, кто брал до 100 тысяч сомов. Это не за счет бюджета. Мы нашли другие источники финансирования в 1 миллиард 200 миллионов сомов. Касательно источников, сообщим в отчете в конце года. Эти люди просят уже много лет. Кроме того, многие из-за пандемии остались без работы, закрылись компании, поэтому было принято такое решение. Ранее Министерство финансов сообщало, что погасят проценты по кредитам заемщиков. Речь идет о 673 тысяч кредитов в размере до 100 тысяч сомов. С 1 по 31 декабря после заключения соглашения коммерческие банки и другие финансовые учреждения должны будут предоставить список, сумму процентов своих заемщиков Национальному банку. Нацбанк в течение 3 дней предоставляет Министерству финансов. Далее Минфин в 3-дневный срок переводит деньги на счета коммерческих банков и микрокредитных компаний о погашении процентов. По словам специалистов, предлагаемая сумма со стороны правительства никак не может покрыть проценты по кредитам. Они уверены, что это лишь популистские заявления перед президентскими выборами. Нужно было уточнить сразу, из каких источников будет все это покрываться. Ведь государственные деньги – это деньги народа. И исходя из этого можно подумать о том, что деньги народа другими путями передаются обратно же народу. Поэтому еще раз повторюсь, нужно было уточнить источник. Какими путями будут привлечены? Всем известно, что страна не в лучшем положении и денег в бюджете нет. Отметим, в апреле из-за распространения коронавируса и введения карантина правительство рекомендовало финансовым институтам пересмотреть условия возврата кредитных средств и предоставить отсрочку по платежам как минимум на 3 месяца. Однако, как сообщали предприниматели, данные условия банками не были выполнены. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.